успешным торгам, значит, вы будете тогда принимать участие в торгах. А пока просто, подождите, ладно, сейчас счет должен пройти. Ну, разберитесь. Пока не регистрируйтесь. Уважаемые дамы и господа, сегодня 11:00, 26 ноября 1991 года, открытие торгов. Перед началом торгов я хотел бы сделать небольшое объявление. Сегодня на межрегиональном биржевом центре присутствуют две биржи, с которыми у нас подписано соглашение о межбиржевых связях. Это Зеленодольская торговая биржа и Чебоксарская товарно-фондовая биржа. Значит, по всем вопросам дополнительным о биржевых связях вы можете подойти после окончания торгов и регистрации сделок. А теперь, с вашего позволения, я перейду к торгам. Так. Позиция номер 1, номер 2, номер 3, брокер номер 4. Одна из целей объединения – свести производителя с потребителем, помочь им найти друг друга. Я представитель Чебоксарской биржи, Кожевников Вениамин Иванович. Ну, приехал сюда, да, во-первых, заключить договор о межбиржевых связях. Ну и во-вторых, это значит вести торги. У нас есть заинтересованность купить у вас кое-какие товары. Вот. Заключая этот договор, мы с вами сможем, как говорится, ваши брокеры могут приехать к нам, на нашу биржу, а наши брокеры могут приехать к вам, заключать сделки. Следующая позиция. Номер 4. Номер 5. Торги продолжаются, а мы беседуем с их участниками. Я представитель Зеленодольской торговой биржи, участвую в торгах межрегионального биржевого центра согласно договора о совместном сотрудничестве, осуществляю куплю-продажу товаров в интересах предприятий, организаций, частных лиц, сотрудничающих с Зеленодольской торговой биржей. Я являюсь директором межрегионального биржевого центра «Татарстан», который основан для того, чтобы наладить экономические горизонтальные связи с другими регионами страны. В частности, мы заключили договора о межбиржевых связях с Чебоксарской, Зеленодольской, Киевской, Ставропольской и другими биржами страны. Согласно на партию, уважаемые дамы и господа, брокер номер 13, брокер номер 33, по позиции номер 11. Сделка совершена, прошу сесть. Итак, новое биржевое объединение стартовало. Однако сегодня, чтобы создать новое дело, требуется значительные капиталовложения, невероятные усилия и умения, чтобы что-то достать, организовать, от офиса и телефона до складских помещений и подъездных путей.
Всем этим обладает бывший Госнаб, преобразованный ныне в хозрасчетную коммерческую структуру, которой малым предприятиям, к примеру, и не подъехать. Чувство самосохранения и взаимный интерес подтолкнули Зеленодольскую биржу, Межрегиональный биржевой центр и ряд других биржевых, торговых, посреднических контор к объединению в ассоциацию Инторгпрок. Одним из пунктов программы и устава Инторгпрока стало ускорение разгосударствления и приватизации. С 14 по 16 апреля 1992 года в Казани уже проходил Конгресс деловых кругов Татарстана. Первый республиканский форум предпринимателей обсуждал вопросы, связанные с проведением экономической реформы, стимуляцией деятельности новых негосударственных структур, проблемы дальнейшего развития бизнеса, в частности малого и среднего. Венцом работы Конгресса явилось создание торгово-промышленной палаты, которая призвана содействовать развитию предпринимательства на территории Республики Татарстан и защите его интересов. Самое активное участие в работе Конгресса приняли и представители Инторгпрока, войдя в ревизионную комиссию палаты. Одним из жизненно важных направлений в процессе становления новых рыночных структур является развитие малых предприятий, среднего и малого бизнеса. Об этой проблеме говорит председатель Госкомимущества Республики Татарстан Рафик Фарадович Газизулин. Действительно, сегодня на Конгрессе участвуют в основном состоявшиеся бизнесмены. Бизнесмены, которые уже имеют свое дело, свой капитал. А так называемый малый и средний бизнес, как раз правительство, президент об этом говорил на Конгрессе, намерено поддержать эти структуры. Потому что мы возлагаем большие надежды именно на них, потому что западный опыт, имеющийся сегодня в практике хозяйств многих стран, говорит о том, что именно малый и средний бизнес делает половину той продукции и услуг, которые в этих странах производятся. По участию малого и среднего бизнеса, руководителей, представителей в торговой палате и в административном совете, я уверен, что они обязательно будут участвовать и должны участвовать с правом решающего голоса в этих структурах, ибо торгово-промышленная палата должна отражать интерес не только крупного бизнеса, но и малого и среднего, может, даже и в большей степени. Итак, с трудом, но все увереннее процесс новых экономических отношений набирает силы.